Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои дорогие, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Кто желает признаться вам в своих чувствах? Если тема интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, кто желает признаться вам в своих чувствах? Ух ты! Так мило. Ну, начну я по порядку, девочки. Начну по порядку. Во-первых, вот она вышла девочка. Видите, девочка какая тут? Девочка-припевочка. Ну, это либо подружка ваша, либо какая-то женщина, знакомая. Может быть, дочка ваша, да, может быть, сестра, может быть, мама. То есть любая женщина-девушка. Эта девушка-женщина хотела вам признаться в том, как сильно она вас любит, как сильно, например, была не права, как вот жалеет о том, что где-то как-то не совсем честно, справедливо с вами поступила. Здесь чувство любви, раскаяния и сожаления. В этом хотела бы эта женщина вам признаться. А у кого-то может отыграться как подруга, да, которая вас действительно очень сильно любит. Любит, например, как сестру, да, либо какая-нибудь там подчиненная. Любит вас не как начальницу, а как вот прям чуть ли не маму, да, вот такой момент. Но у большинства все-таки выйдет, да, как какая-то вот женщина, которая в прошлом, с кем-то был конфликт, либо какое-то недоразумение, да, и она все осознала, все поняла, хотела бы с вами опять встречаться, общаться, вернуть те отношения, которые потеряла. Здесь человек полностью все осознал, видите, как на руках весы, понимает, что плохо поступила, кается, винится. Я вам даже больше скажу, ждите, вот скоро вот такой человек объявится на вашем жизненном пути со своим разговором. Может быть, не все получится сказать, либо не все получится донести, но тем не менее разговор состоится. Дальше. Есть человек, вот он здесь вышел, которого вы либо не знаете, либо никогда на этого человека не подумаете. То есть никак, ни внешне, ни взглядом, ни словом, даже не моргнет, да? Но любит вас очень сильно. Человек где-то с вами рядом находится. То есть каждый день вы его можете видеть, даже можете там здороваться, может быть, в одном офисе работаете, либо на одном предприятии. Может быть, каждый день на работу, да, вместе ездите, да. То есть этот человек, он очень сильно в вас влюблен. Человек о вас, смотрите, когда он мечтает о вас, о своей любимой женщине, представляет, мурлычет просто, да, когда о вас думает. Но этот человек никогда об этом вам не скажет. Хотел бы признаться, да хотел бы. Он хотел бы взять рупор и кричать на весь мир о том, какая вы замечательная девушка, звездочка, да, его солнышко. Но либо он ограниченный в этом, в плане того, что, как говорят, да, гол как сокол, ничего у него нет, ничего не может предложить и стесняется своей, может быть, бедности, либо стесняется того, что вот он, может быть, человек, кстати, у кого-то отыграется, что человек с какой-то инвалидностью, да, он стесняется своего какого-то недуга, либо порока, либо какой-то своей ущербности. Но и как вот тоже вариант, может быть, человек несвободный, может быть, человек, который либо глубоко женат, либо человек, который, знаете, никогда не был женат, живет с престарелыми родителями, за ними досматривает. И человек,
он боится сам себя боится. Больше всего боится своих комплексов и того, что будет отвергнут. Разве что, знаете, как он может признаться, если будет слишком он вот прям в каком-то одурмании, да, опьянение, либо какой-то вот, может быть, ну да, больше, конечно, опьянение идет, либо какое-то измененное сознание, момент измененного сознания. Вот тогда может признаться. И то, знаете, даже если признается, потом или сам же убежит, спрячется, здесь неполноценность какая-то от него чувствуется, вот очень такая, знаете, сильная. И, может быть, и вы не видите этой неполноценности, и никто не видит, но это тот комплекс, да, который не дает ему нормально жить, развиваться и в жизни чего-то добиваться. Либо счастливым стать человеком не дает. Здесь вот какой-то психологический излом у него происходит. И я вот вижу, что он никогда не скажет. Очень хочет сказать, но никогда не скажет, никогда не признается. Здесь какая-то безнадега происходит. Здесь любовь настоящая, чистая. Это не плотское желание, да, вот удовлетворить свою похоть, а именно настоящая любовь, сердечная, добрая, нежная. О таких чувствах в песни поют, да, и стихи пишут, книги пишут, сериалы снимают. Но видите как, вот сам себе напридумывал там всяких комплексов. Может быть, действительно есть психологические, какие-то психические отклонения. Ну, вот такой человек. Живет себе тихо, никого не трогает. Какой-то, вот, знаете, жизнь у него болотистая. И только лишь мысли, видите, как он, два человека вместе в любви, да, мысли о вас, мечты о вас, они согревают ему душу, сердце, дают ему стимул для того, чтобы жить дальше, куда-то идти. И как-то, вот знаете, как начать и закончить свой день. Дальше момент. Кто хотел бы еще признаться? Ну, тут явно есть у вас человек, кто вот в паре, в браке, либо кто в отношениях. Человек хотел бы больше сказать о своих чувствах, как-то больше к вам проявиться. Но тоже, знаете, вот мужчины, они не всегда умеют сказать. Может быть, вы живете давно в браке, в отношениях. Там мужчина... давно ничего не дарил, давно там комплименты вам не говорил, давно там как-то вас там не целовал особо нежно, ласково, особо интимные места. И вы думаете, ну все, значит разлюбил, значит уже привык, все, живем там как брат с сестрой. А это не так. Потому что человек хотел бы вам признаться. Причем признаться хотел не только в том, что он вас по-прежнему любит, даже еще сильнее стал любить, а в том, что вы для него прям какая-то сейчас особенная, в каком-то особенном свете. Тут смотрите, когда вы вот немножко как отдалились, отделились, не знаю, живете какой-то своей жизнью, своими интересами. А человек, в принципе, он на вас смотрит, он почему-то думает, что вы не хотите, что он вам не интересен, что он какой-то скучный, либо, может быть, вы его там периодически за что-то ругаете, критикуете, и он думает, вот я сейчас к ней пристану, да, со своей там любовью, а она меня раз там и за попу возьмет, да, еще каких-то там претензий на меня навешает. Лучше вот я там посижу, помолчу, там как-нибудь там краем глаза на нее там полюбуюсь, да, понимаете, вот такой момент есть. Для тех, кто в отношениях сейчас, вот здесь человек хотел бы больше проявляться, больше говорить, больше показывать, доказывать, не знаю, там звезды с неба доставать, что-то вот такое грандиозное делать, но не получается, либо нет возможности. И человек вот думает, она же у меня умная, она и так все поймет, да, что я люблю ее, ценю ее, и что она мне очень сильно нужна. Так, для тех, кто у меня в треугольнике находится прямо сейчас. Здесь человек хотел бы признаться в своей какой-то несостоятельности, либо нерешительности. То есть человеку страшно, просто страшно, и он как ослик, да, пятится назад. Вот, да, смотрите, вот вы его вперед ручками в попу толкаете, да, а вот он пятится назад. Ему страшно, и он вам об этом сказать не может. Ему страшно поменять свою жизнь, ему страшно какие-то вот изменения внести. Если вы жена, то человеку, знаете, как нужна тоже, может быть, какая-то психологическая помощь, потому что здесь момент какой-то страха перед жизнью, перед старостью, да, что я там старею, что время ушло, а я там ничего не сделал, не добился. И он за счет, например, других людей, либо там молодых, скажем так, внимания со стороны молодых девушек пытается скомпенсировать свою какую-то, может быть, нереализованность, тоже может быть. Здесь надо не ругать, а скорее пытаться лечить и помогать.
Вот. Ну а кто в треугольнике и никак не может решиться ваш любимый на конкретный шаг, тут то же самое. Не ругаться нужно, ультиматумы ставить, а скорее постараться его убедить в том, что все хорошо, что вы рядом, что никогда его не оставите, и все будет замечательно. Так, еще момент. На работе у кого-то момент очень такой странный. С одной стороны, большое желание у какого-то мужчины к вам, прям такое безумное, да, вот прям он даже лишний раз боится вас увидеть, потому что у него сразу там в штанах жарко становится. А с другой стороны, у вас какая-то симпатия, может быть, на работе к какому-то мужчине есть. Так, но там я так скажу по поводу вашей симпатии. Там ничего серьезного. Почему? Потому что вам этот человек нравится, пока вы с ним не общаетесь. Как только вы начнете с ним общаться, вы в нем разочаруетесь. И этот человек за собой знает такую свою особенность, потому что вы первая девушка. Может быть, вы там подмигивали, какие-то разговоры с ним вели. Вот, он был безумно этому рад, потому что вы тоже очень для него в его глазах аппетитная, желанная. Вот он хотел бы вам признаться, что есть такая особенность, что вот он может быть какой-то нудный-занудный, либо в постели, например, неинтересный. Да? Может быть, у него там что-то есть, да? Какая-то либо физиология, либо какая-то, может быть, не дай бог, проблема по здоровью. Вот, поэтому хотел бы вам признаться, но жутко этого момента стесняется. Может себя вести странно, да, то есть нерешительно, да, вроде как бы друг другу подмигиваете, вроде как бы общаетесь, и вроде чувствуется этот интерес, да, но он там не действует, он там не идет на то, чтобы продвигать, да, на то, чтобы сближаться. Знаете, что что-то у него есть. Признаться он, скорее всего, не признается, потому что, это позор. Для него это позор. Возможно, даже какая-то женщина его и публично в этом его признании опозорила. Вот, что касается начальника. Девочки, избегайте, что я могу сказать, потому что для вас я не вижу, что может прям такой плюсовой исход быть, это разве что у единиц может быть. Но там девочки знают, что делают. А здесь для большинства больше идет как разовый какой-то интим, да, разовая какая-то встреча. Причем, знаете, вы еще можете от этого пострадать. То есть, как бы это правильно сказать, да, этот человек, он начальник-то ваш, да, он и сам испугается. Он, понимаете, как он вас боится. Потому что когда вы рядом, у него вот вся кровь, да, приливает в писю, да, и он вообще становится как одна большая пися. Вот все, вот как-то так. И он этого боится, потому что, как он же начальник, он же там мужик, на нем все держится. Еще у кого-то отыграется, что он такой грозный дядька, да, а тут на тебе. Здесь, как бы, знаете, он не испугался того, что он под вашу зависимость попадет, да, что он вот прям кроме вас никого видеть не сможет. Сами понимаете, да, вот как мужчины могут не только давать, но и плохо поступать. Поэтому лучше не надо. Лучше не надо. И, конечно же, берегитесь того, что вот он может просто не удержаться. Да? Вот если будет удобная ситуация, удобный случай, прям может на вас напрыгнуть. Не дай бог, конечно, потому что это нехорошо, это не должно быть. Девочки, я вас предупредила, я вам сказала. Он хотел бы вам признаться, что безумно вас желает, что вы вот прям такой огонь в нем запалили, пробудили, что у него никогда такого ни с кем не было. Но, знаете, кому-то скажет, вот прям скажет, но приставать будет, честно говорю, вот прям будет пытаться реализовать вот эту свою страсть. Поэтому я говорю, будьте аккуратны. Мои девочки, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.